Эбрах, добро пожаловать. Ждем вас. Салам алейкум. Встреча, о которой мечтали 24 года. Чеченец Байсонгур и черкешенка Гучан впервые встретились после того, как стали молочными братом и сестрой. Мусхаджиевы из Чечни, Махош Абида из Сирии познакомились в конце 90-х в Адыгее. Саида и Малика приехали учиться в республику, поженились и остались здесь жить. В это же время для обучения арабскому прихожан Майкопской мечети из Сирии приехала семья Хайсам Махуша и Абыда Нафын. Нафын одна из первых занялась в таком духовной просветительской миссии. В старой мечети учила девочек, по-моему, да? Нафын? Да. Да, девочек учила, да, и детей учила. Хайсама тоже прекрасно знал супругов. Семьи познакомились и начали дружить. Вскоре у Мусхаджиевых родился первенец Байсонгур, а в семье Махуш появилась дочка Гучан. Дети родились с разницей в 2 недели. Предложение от Нафын дальше и поступило, чтобы давайте сделаем так, что наши дети будут молочными братом и сестрой. Я этот день прям хорошо помню. Гучаночка такая, щекостая, красивая малышка, машаллах, была. Для меня они очень хорошая семья. Я так смотрела на них, что они очень такие примеры, короче. Я знала Саид как брат. Я хотела, что у нее брат был чеченец. Я знаю, что тоже мне нравится чеченский народ. Мусхаджиевы и Махош Абид породнились, совершив обряд молочного братства. Священные узы названного родства испокон веков заложены в традициях кавказского добрососедства. Это прекрасные традиции, и мусульманские, в первую очередь, и кавказские. Наряду с такими же традициями, как аталычество, куначество, побратимство и так далее, они составляют ценности нашей кавказской духовной культуры. Также они обогащают мировую культуру. Байсонгур и Гучан были рады встрече. Они нашли друг друга в интернете. Семья девушки в 2000-м уехала обратно в Сирию на длительное время, но волей судьбы вновь оказалась на родине предков. В детстве об этом рассказали. Я тогда не очень понимал об этом, но был рад. Очень давно хотел встретиться, и вот наконец-то встретились. Гучан. Мне тоже вот в детстве рассказали, что у меня есть братик. Я очень обрадовалась, потому что у меня есть брат родной, но я хотела еще одного. И вот я очень рада, что встретились наконец-то, и теперь у меня есть еще один братик. 24 года жизни полны событий. Семьям есть что рассказать друг другу. Теперь такие встречи станут регулярными. Следующую уже назначили. Пройдет она в Панахесе в доме молочной сестры. Светлана Тешева, Ислам Шумахов, Вести Адыгея.